Смотрите в программе. Почти 200 пожаров удалось ликвидировать огнеборцам в России за прошедшую неделю. В единый день голосования хангаласцы выберут главу района и в 10 муниципальных образованиях глав и депутатов представительных органов. В Алекминском районе открыли сквер и бюст прославленной землячки, первой летчицы Якутии Вере Захаровой. В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. За минувшую неделю в 37 регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, удалось ликвидировать 187 лесных пожаров на площади более 119 тысяч гектаров. Сегодня идет тушение 13 пожаров в 6 регионах. Таковы данные авиалесохраны. Наибольшее количество возгораний ликвидировано в Якутии, Иркутской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской областях и Красноярском крае. Тушение ведется группами парашютистов-десантников Федеральной авиалесохраны с ранцевыми лесными огнетушителями. Рост больных коронавирусной инфекцией отметили в республике. По данным управления Роспотребнадзора, это связано с тем, что граждане возвращаются из отпусков за рубежом. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в селах Усть-Алданского и Среднеколымского районов. В связи с этим глава региона поставил задачу взять под особый контроль северные территории. Всего за сутки в Якутии зафиксировали 58 новых случаев коронавируса. В Якутске 31, в Мирнинском районе 7, в Алданском, в Верхневилюйском, Намском, Нюрбинском, Чурапчинском по 2 заболевших, единичные случаи в других районах. Подтвержден 1 летальный исход от COVID-19. За сутки лабораториями региона обработаны почти 2000 анализов. Действительно, эта суббота-воскресенье в целом для медицинских организаций республики была очень напряженная. Во-первых, потому что начинается подъем заболеваний, связанных с ОРВИ и с гриппом. Медорганизации республики готовы к тому, что непосредственно госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения, маршрутизация разработана и, соответственно, готовы для лечения. Но сегодня у граждан, которые за субботу обработали наши медицинские организации, рекордное действительно количество вызовов. Большинство из них связано с ОРВИ и с гриппом. В целях снятия такого психологического напряжения эти вопросы были урегулированы. На настоящий момент под особый контроль глава Республики Саха-Якутия поставил перед нами задачу оперативного штаба взять под контроль севера. Да, действительно, за прошлую неделю у нас появились новые случаи там, где их не было. Это и Усть-Майский улус, 1 случай, на настоящий момент очаг оккупирован, и Среднеколымский улус. Перинатальный центр Якутской городской больницы вошел в десятку центров страны. На 14-м семинаре «Репродуктивный потенциал России» учреждение заняло 7-е место среди 55 организаций. На семинаре встретились 1000 акушеров-гинекологов. Эпидемия COVID-19 не только не привела к снижению уровня профессионального общения, но и сделала его более интенсивным за счет использования цифровых технологий. Часть семинара прошла в формате онлайн-школа, также были открыты дискуссионные площадки. Якутия принимала участие в мероприятии впервые. Ежегодный семинар. В рейтинге мы участвовали в этом году впервые. Да, этот семинар по репродуктивный потенциал России, он проходит ежегодно, общероссийский. Каждый сентябрь каждого года. Запрашивались стат-данные, да, анализ делал кафедра акушерства и гинекологии России под руководством профессора Костина Игоря Николаевича, да, где проводился анализ, такие показатели, как перинатальная смертность, материнская смертность, младенческая смертность. С учетом всего этого набирались баллы, да, и по этим баллам составлялся такой рейтинг. Мы заняли, соответственно, 7-е место по этим баллам. От лидеров мы отстаем только буквально на 3-4 балла. В дальнейшем мы улучшим. Еще с каждым годом наши показатели все лучше и лучше становятся. И надеюсь, такими темпами мы, скорее всего, надеюсь, мы в скором времени войдем в 3 лучших.
Долгожданное открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта состоялось в селе Мяндиги Амгинского района. Объект построен по линии Министерства здравоохранения Якутии. Одним из новшеств нового ФАПа стало открытие кабинета неотложной помощи. Ее будут оказывать до приезда бригады из райцентра. Также кабинеты специалистов оснащены современным медицинским оборудованием. В новом здании будут работать 2 медработника, вести профилактическую и медицинскую помощь населению. В целом в районе активно ведется обновление медучреждений в Наслегах. Так, в прошлом году построено здание ФАП в селе Сулгача, а в декабре этого года планируется открытие в селе Покровка. Это здание позволит для населения качественное оказание медицинской помощи. И также здесь по территориальному, по терфонду, по НСЗ мы приобрели холодильное оборудование, ЭКГ-аппарат и сухожировой шкаф, что позволило для своевременной вакцинации и дезинфекции. Кроме этого, для качества оказания и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы приобрели новый аппарат ЭКГ. Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020» стартовал сегодня. Церемония прошла в Москве. О том, что представят якутяне, расскажет Сергей Михедов. Участие в финале российского чемпионата WorldSkills для Лилии Десяткиной было вопросом времени. Студентка 3-го курса промышленного техникума стала лучшей на всех этапах отбора. Хрупкая девушка обошла парней в традиционно не женском деле – огранке алмазов в бриллианты. Ведь для нее это не просто профессия, а дело всей жизни. Упорно готовилась. Очень каждый день я готовилась. Очень хочется победить и, конечно же, тоже своим конкурентам этого желаю. Главная особенность этого финала – очно-заочный формат турнира. Вмешалась пандемия. Все этапы финалисты проходят под наблюдением камер. Эксперты пристально следят за выполнением каждого задания, параллельно оценивая мастерство участников. На финале мы уже участвуем каждый год. На станках у участников есть 2 камеры, а также есть камера у экспертов. В финальной части соревнований профмастерства заняты более 2800 человек из 83 субъектов. Сюда входят как юниоры, так и иностранные участники. Кроме того, следить за работой молодых профессионалов будут свыше 700 экспертов. Якутию представят 104 участника в 80 компетенциях. Более такие вот компетенции, которые подходят именно под наш регион, это огранка ювелирных вставок, огранка алмазов, ювелирное дело, геодезия. Допустим, для студентов, молодых профессионалов, да, это даст трудоустройство и конкурентоспособность в более таких престижных организациях, предприятиях, да, где они смогут себя проявить. Впереди у финалистов 2 непростые недели, в течение которых им предстоит показать высший пилотаж выбранной профессии и доказать в первую очередь самим себе, что они лучшие мастера нашей страны. Конкуренция ожидается серьезная, ведь в каждой компетенции выберут только одного победителя, из которых впоследствии соберут сборную команду России для участия в мировом чемпионате WorldSkills. Сергей Михедов, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Проекты российско-японского сотрудничества в Арктике обсудят на семинаре в Якутске. Он пройдет в рамках года японо-российских межрегиональных обменов. Среди заявленных тем – мониторинг и прогнозирование экологического состояния диких северных оленей, экологические проекты развития территорий, состояние сообщества арктических островов и их адаптация к изменению климата, а также развитие дата-центров в Арктике. Их обсудят в рамках Северного форума по устойчивому развитию, который будет проходить в Якутске с 27 по 30 сентября. Основная же тема форума – возможности развития транспортной инфраструктуры северных территорий и Арктики. В единый день голосования хангаласцы выберут главу района и в 10 муниципальных образованиях глав и депутатов представительных органов. Досрочные выборы главы Хангаласского района должны были состояться 26 апреля, но были отложены из-за эпидобстановки. В данный момент за пост борются 6 кандидатов. Глав будут выбирать в городе Покровске, в селе Махсагалох, в селах Улахан-Ан, Тит-Эбя, Болгуняхтах, Улахан-Ан, Тумул, Кытыл-Дюра и Исит. В этих же населенных пунктах пройдут выборы местных депутатов. Также выборы депутатов в поселковый совет пройдут в Верхнем Бестяхе. Сейчас в районе полным ходом идет досрочное голосование для тех избирателей, кто 13 сентября по уважительным причинам не сможет сделать свой выбор.
10 муниципальное образование есть у нас досрочное голосование, труднодоступно в отдаленных местностях. Этими пользуются избиратели, сенокосчики, скотники там, и табунщики. Мы в данное время охватили 58 человек. И в данное время избирательного участка проголосовало 46 избирателей. В день окончания Второй мировой войны в селе Дельгей Алекминского района состоялось историческое событие. Открыт сквер и бюст прославленной землячки, первой летчицы Якутии Веры Захаровой. Подробности узнаем в следующем материале. В год 75-летия Победы исполняется 100 лет со дня рождения прославленной землячки, первой летчицы Якутии Веры Захаровой. В эти дни на родине знаменитой якутянки в селе Дельгей Алекминского района открыли сквер ее имени. Это первая летчица народа Саха. Народ Саха все-таки у нас здесь небольшое по количеству. И когда женщина-летчица, это что такое уникальное. И когда мы обратились к главе и района Николаю Николаевичу Харбину, главе Наслега Тимершину Марату Тимурдяновичу, то они дали согласие на такое установление памяти в виде памятника бюста. Автор, скульптор, известный наш художник, это Чурчасов Николай Никитич. На торжественной церемонии приняли участие гости из Ленского, Чурапчинского районов города Якутска и Алекминска. В торжественной обстановке ветеранам и жителям села Дельгей были вручены памятные медали в честь столетия Веры Захаровой, а также грамоты и благодарственные письма. Жители Наслега хотят увековечить имя своей знаменитой землячки не только на родине, но и в столице республики. Для этого уже ведутся работы. Я прописал прошение на главу города Якутска. Мы там ведем работу уже год по тому, чтобы назвали улицу в честь Захаровой Веры Кирилловны в Якутске. И там еще в плане стоит школа под названием. Мы по этому поводу работаем. Пусть этот сквер напоминает потомкам и землякам о Великой Победе и о вкладе в эту победу их знаменитой прославленной землячки Веры Кирилловны Захаровой. Максим Копылов, Алекминск. На этом пока все. Увидимся в 20:00 на нашем канале.